Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех, мои зрители, подписчики. Рад вас видеть. Вот. Как я только что сказал, сегодня я хочу поговорить про те события, которые произошли в 2004 году. То есть это захват школы в Беслане 1 сентября и уже штурм этой школы 3 сентября, когда Путин отдал такой приказ на убийство этих детей. Я не хочу никого оправдывать, как и вы, я тоже против таких акций, против террора, против этого ужаса. Но нужно быть справедливыми, когда мы трогаем такие темы. Я это к тому, что если бы когда-то Ельцин не начинал бы войну в 1994 году, и уже после этого, если бы Путин не начинал бы войну в 1999 году, то всего этого ужаса не было бы. Это захват школы в Беслане, там, захват заложников в Нордосте. И неописуемые словами, таких слов я подобрать не могу, эти ужасы, которые произошли на территории Ичкерии. То, что вытворяли русские оккупанты на территории Чеченской Республики Ичкерия. То есть расскажем, что и как произошло. То есть то, что мы знаем. Тут я сегодня даже читал, что есть такие какие-то журналисты, которые расследуют этот захват заложников, вот убийство этих детей. Там нечего расследовать. Там уже расследовано еще в том же году, в 2004 году. То есть даже вот те матери этих детей, родители этих детей сами рассказывали, что там происходило. То есть все это ясно. Никто сейчас Америку не откроет. Ясно, что, да, действительно, группа людей захватила заложников. Это более 1000 детей, учителей там еще. Вот. И были требования. Это вывод войск с территории Ичкерии и так далее и тому подобное. После этого Путин отдает приказ на школы. И как все это началось, именно штурм, это все уже сказано вот этими родителями этих детей, которые там были убиты. С матерями этих детей несколько раз встречался. Мы вот обсуждали вот эти события. И они сами вот рассказывали, что 3 сентября были произведены выстрелы из огнеметов по школе, по этому спортзалу. И школа загорелась, потом они пошли на штурм. То есть этот спецназ их хваленный начал убивать и расстреливать вот этих детей. И в основном, как они мне рассказывали, это я с их слов говорю, более 90% детей, которые выбегали из этой школы, у них ранения были вот с лицевой стороны, то есть по ним стреляли, когда они выбегали оттуда. Вот так были убиты эти дети. Да, обвинили в этом чеченцев, но никто там в российских СМИ об этом не говорит, что там были не только чеченцы, там были и сами русские, и другие представители других национальностей. Вот. Кто это организовал? Я по сегодняшний день дать ответа такого не могу. Да, там Шамиль Басаев брал это на себя, и даже мне сегодня не верится, что он организовал вот захват этих заложников. Мне кажется, что там организаторы были другие. Там много вопросов, скажем, почему
Почему там оказались, вот именно в этой группе, которые захватили этих заложников, оказались те люди, которые должны были находиться в тюрьмах? Почему их отпустили на волю? Вот. Как туда попало оружие вообще в эту школу? То есть это оружие, которое там применялось, как сказать, против тех штурмующих, было завезено еще задолго до самого захвата. И это оружие хранилось в спортзале этой школы. Вот. Я помню, в тот день, 3 сентября, показывали такие съемки, именно после штурма. Показывают баскетбольное кольцо и говорят, вот то кольцо, где находилось самое мощное взрывное устройство. Это взрывное устройство якобы упало, вот так говорили в российских СМИ по телевизору. Это устройство упало, и оно взорвалось. Если там было бы, скажем, не такое уж и мощное устройство взрывное, то того баскетбольного кольца там не было бы. Все бы там разнесло бы, пух и прах. Вот. Российские СМИ врали. Они также врали, включая Путина, он сам это заявлял, что никаких требований от этой группы не было. Они врали, что там врали про количество заложников. То есть боялись того, что будет возмущение, что люди, то есть местные люди будут требовать переговоров с захватчиками этих заложников. То есть боялись этого возмущения народа. Вот. Врали также чиновники Осетии. Они не знали, что сделать. В то время я являлся представителем нашего президента Аслана Масхадова по особо важным поручениям. И когда вот захватили этих заложников, со мной связался, вы его знаете, Ахмад Абдарханов. В то время было опасно по телефону говорить. Вот. Он связался со мной и сказал, что, его словами сейчас скажу, что наш начальник, то есть имелось в виду президент, вот, он готов выехать, если дадут минимальные гарантии безопасности. И он передал вот так по телефону, передал мне, что если такие гарантии безопасности будут, то Аслан Масхадов, наш лидер, поедет в Беслан и сделает все возможное, чтобы вызволить хоть какую, но часть заложников. Вот. И после этого мы, также другой представитель, который в то время находился в Азербайджане, вот, мы это передали другим людям, что наш лидер просит минимальных гарантий безопасности. То есть передали в СМИ, помню, в Радио Свобода тоже. И в любом случае все об этом знали. Все об этом знали. Кому надо было это знать, в первую очередь, то есть власть России. Но они промолчали. Они не были заинтересованы, чтобы эти заложники были освобождены. И уже сразу после этого они что сделали? Они захватили в заложники, то есть российские оккупанты, захватили в заложники всех вот, наших родственников, моих родственников, по отцовской линии, по материнской линии, и стариков, и женщин, и детей на машинах, на вертолете увезли в Ханкалу. Захватили также в заложники родственников Доки Умарова там, и других наших лидеров, командиров. Вот, то есть русские хотели показать, что если будет какое-то движение с чеченской стороны,
то их могут убить. Такой ультиматум был. Такой. Но я скажу, я много раз это говорил, что Аслан Масхадов был на пути в Беслан, и он был, даже точно зная место, недалеко от границы Ингушетии, Ичкерия, Ингушетия. Вот. Но в этот момент Путин отдает такой приказ и убивает более 300 заложников. Там 333, кажется, было количество заложников. То есть вся вина за это убийство лежит на Путине. Путин – это, я не буду называть его человеком, это варвар, это существо, которому безразлично там, дети, женщины, свои граждане или другие там, люди другой национальности. Ему безразлично, чтобы удержаться у власти, чтобы укрепить эту власть. Вот. Ему безразлично. Да, я не снимаю со своей стороны, это мое мнение, не снимаю вину с тех людей, которые пошли на захват этих заложников. Никого не оправдываю, не хочу оправдывать. Вот. И вы помните, что это как раз-таки связано с тем, что предъявил тогда Аслан Масхадов, то есть минимальные гарантии безопасности, помощь в вызволении этих заложников. Навстречу пошли Александр Бабицкий и Политковская. Политковскую отравили, Бабицкого там задержали в аэропорту, кажется, это было. То есть Россия тогда показала то, что они не заинтересованы в вызволении вот этих заложников. Но вот в мире, когда другие говорят, вот там захваты заложников, скажем, Норд-Ост, Беслан, да, мы приносим свои соболезнования. Мы не хотели бы, чтобы такое когда-либо совершалось или совершилось. Мы понимаем, что это такое. Мы это испытали на себе в течение 2 войн, в течение нескольких сот лет со стороны России, вот этот ужас. И мы прекрасно понимаем, что это такое. Но чеченский народ находится заложников по сегодняшний день. Вот. С тех пор всегда вот, находится в заложниках всегда вот, во время войн и по сегодняшний день. И люди сегодня на территории оккупированной Чеченской республики Ичкерия не могут сказать что-либо от своего имени, то есть как бы нет мнения, не могут высказать это мнение. И вот это тоже не хочу называть, вот эти отщепенцы или там, ушлепки, как я их называю, предатели чеченского народа, вот, они сегодня под давлением в Украину чеченскую молодежь. Да, там есть какая-то часть, которая отправлена под давлением, но есть и другая часть, которая действительно пошли там умирать за Кадырова, за Путина и так далее. Вот. То есть я еще раз подчеркиваю, что сегодня чеченцы находятся в заложниках. Об этом мало говорят. Мало говорят, также вспоминают про Самашки, про Шатой, про Атаги, Мескерюрт. Буквально все села Чеченской республики Ичкерия, когда вот во время 2 этих последних войн российские войска берут, окружают это село, держат людей в заложниках, заходят в это село и убивают вот женщин, стариков, детей. Все эти факты все знают. И мы об этом давно говорим, мы это давно показываем. Вот. Надо обо всем говорить, о всех вот этих терактах, показать истинное лицо России и насколько она опасна. Я не говорю там про народ, народ у них там
терпилы, они терпят. Вот. Когда их используют, когда их убивают, им все равно. Мы это видим. Вот. Надо, конечно же, говорить про те события, которые происходят сегодня в Украине. То есть то же самое, что происходило на территории Чеченской Республики Ичкерия. Убивают людей, наносят вот эти ракетно-бомбовые удары. Вот. И те зверства, когда российский оккупант вступает в какой-то населенный пункт, где когда это существо, российский оккупант, чувствует, что он захватил какой-то метр земли, хоть и временно, он чувствует себя там победителем и начинает издеваться над мирными жителями. Это я сейчас про Украину говорю, как они совершали вот эти убийства в разных населенных пунктах, там Мариуполь, Ирпень, Гостомель, Буча. Вот. Именно то же самое это происходило и на территории Чеченской Республики Ичкерия. Российский оккупант не изменился. Каким он был 100-200 лет тому назад, таким и остался. И таким останется, если его оставить. То есть этому оккупанту надо рога пообломать, чтобы больше он никуда не лез, не показывал своего варварства. Кстати, вот про те населенные пункты Украины. Вот Ирпень, Гостомель, Буча. Ну, я был в этих населенных пунктах, общался с украинцами. Про те ужасы, которые творили русские оккупанты там. Я скажу честно, как есть, почему я поехал в Украину тогда. Сразу просто принял решение, поехал. Потому что в первую очередь, да, там русский оккупант, для меня он враг, я остался врагом. Вот. И тогда и сегодня мы поддерживаем Украину. И, конечно же, вот будучи чеченцем, меня задело, так же, как и вас, что даже в украинских СМИ говорили, что вот чеченцы убивали мирных жителей в Буче, убивали в Гостомеле. Там. Меня это задевало. Почему? Потому что все это было по-другому. Мы прекрасно знаем, кто такие те кадыровцы, вот прямо так скажу, вот эти предатели чеченского народа. Мы знаем, что это не вояки, это трусы. Они не хотят идти в бой, хотят там порисоваться, снять тиктоки, выложить где-то, и все. Максимум, что они могут сделать. Я всегда это говорил. И украинцам, и везде. Вот. И прекрасно понимал, что там не чеченцы были. Вот так, чувствовал вот это. Потом действительно оказалось, СБУ опубликовала список тех русских оккупантов, которые были в этих населенных пунктах, к примеру. Там было более 1000 фамилий, имен и номеров телефонов. Вот. И среди них было только 2 чеченца. 2 чеченца. Один действительно чеченец, другой гражданин Чеченской Республики. Вот. Я к тому, что он был русским, но жил в Грозном. Вот. Но я никого не оправдываю и не собираюсь. Оккупант, варвар, убийца, преступник, он должен быть наказан, жестоко наказан. Вот так коротко я хотел об этом рассказать. Я каждый год делаю трансляцию, напоминаю и буду напоминать, что Путин – это варвар, Путин – это дьявол. Вот, и он виновник вот этих трагедий, вот этой трагедии в Чеченской Республике Ичкерия. Он убивал мирных жителей в Сирии, он убивал людей в Грузии, сегодня убивает в Украине. Вот, и дальше пойдет. Если ему рога не отломают, не поломают, то и дальше пойдет. Вот что я хотел сказать. Дальше
еще раз приносим со своей стороны, вот, приношу соболезнования всем, которые пострадали вот от этой путинской власти, от Путина. Будь это грузины, будь это украинцы, будь это осетины, ингуши, чеченцы или дагестанцы, приношу свои соболезнования. Но, иншаллах, как говорится, недолго осталось, не станет Путина, не станет этой грязной политики, варварской политики России. Все это становится, к этому все идет. В мире уже поняли, кому надо помогать, кого надо остановить. Да, мы в какое-то время, наши лидеры, начиная от Джохара Дудаева и все другие лидеры, мы просили, мы требовали у мирового сообщества помощи, чтобы защитить свой народ от этих варваров. Требовали все, и словом, и делом, и вооружением, но мир просто закрыл глаза и оставил вот этого дьявола убивать чеченцев. И нас так убивали. Нас так убивали. Я сейчас буду читать ваши комментарии. Ну и где есть вопросы, буду отвечать. Так, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз приветствую всех, кто зашел сейчас. Вот, вижу Джохар Дудаев. Алхамдулиллах, все хорошо. Держимся. Мегафон. А в Дагестане мусульмане, что зачем захватили родильный дом и больницу? Когда это было? Я что-то не припомню. Рамазан Оздоев. Анзор, где ты живешь? Я сейчас в Норвегии, в Осло. Возможно, вопрос не по теме, но как вы насчет того, чтобы посетить Афганистан у Исламского Эмирата, и ЧРИ были хорошие дипотношения в 90-х годах. Это не то, не 90-е годы, это 2000-е годы было. Я помню, что там, да, действительно были представители Ичкерии, ну, это было. Но никаких поездок. Рита Мауэр. Беда Чечни – это нефть. Да, мы можем так сказать, но сейчас вот эти войны ведутся со времен, там, скажем, Ельцина, Путина, вот, не связаны с нефтью. Нефти у России достаточно. Нефти и других полезных ископаемых. Там алмазы, там золото, там платина, серебро, все. Россия большая страна. Рамазан Раздоев, Анзор Цавола своей родины. То есть меня зовут домой, на свою родину. Иншаллах. Иншаллах. Я вернусь с этим флагом
связи. Я сейчас чуть поверну камеру. Алан, Азат, приятно тебя видеть, брат. Неат, или как это, хит на английском, я не знаю, пишет, как относишься к смерти Пригожина? Ну что, убили собаку и все. Как я буду относиться? Оккупант есть оккупант. Туда ему дорога и всем вот таким остальным. Валикум. Береги мой флаг, да. Это наш флаг. Вот. Я до сих пор праздную уход Пригожина. Ну да, было видно, что это какой-то спектакль. Сейчас этот ушлепок из Хосюрта очень боится, что он будет следующим. То есть я про убийство, уничтожение Пригожина. На самом деле этот оккупант был уничтожен. Самолет взорвали, он упал, умер он и другие. Туда им дорога. Лаврентий Берия. Да, 3 сентября, день скорби, Беслан. Чеченцы ни при чем, как думаешь? Я уже сказал, что я думаю. Как и нормально все другие люди, мы против убийств, против террора, против этого ужаса. Вот что я думаю. Но смотри, еще раз скажу про это, Лаврентий Берия. Если мы говорим сегодня про Беслан, не нужно забывать про Самашки, про Мескер-Юр, про Шатой, про другие населенные пункты. Какая разница, где был совершен террор? Нет разницы. Со своей стороны, то есть именно официальная власть Ичкерии, которая представляла чеченский народ, вот, они предъявили помощь, свою помощь, то есть в лице Аслана Масхадова, который сказал, что он готов поехать в Беслан, то есть в одну сторону, чтобы помочь вызволить на волю заложников. И что после этого сделал Путин? Он убил этих заложников. К сожалению, да. И об этом тоже надо говорить. Саваш, валейкум ассалам. Почему не сделаешь чат в Телеграме, ну, для общения? Ну, если честно, меня просто не хватит открывать чат в Телеграме. Вот. Так-то канал есть у меня там, но иногда я делаю там публикации. Вот.
Да, валикам салам, так, старший брат. Пригожин воевал против Ичкерии. У меня нет такой информации, что Пригожин воевал в Ичкерии. Ну, насколько я понимаю, знаю, он не был в Ичкерии. Да сдох он, да? Да, про Пригожина. Всем им туда дорога. За все эти убийства, которые они совершали на территории Ичкерии и совершают на территории Украины. Сайман Хайяури. Так, распад Федерации, то есть Российской Федерации. Вот, распад Федерации боятся русские, нефть тут ни при чем. Ну вот, я об этом и говорю. Здесь нефть ни при чем, даже деньги ни при чем. Денег у них хватает, у Путиных и других. Так. Анис Набли. Валикум салам. От простого парня из Донецка со схожими жизненными маневрами. Рад тебя видеть, дорогой. Как Норвегия относится к иммигрантам? Брейвиков много. Ну, Брейвик сидит в тюрьме. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Вот, Брейвик сидит в тюрьме. Вот к иммигрантам как относятся? Относятся хорошо. Мне нравится Норвегия, мне нравится вот, их порядок. И все остальное тут много чеченцев, более 15 тысяч. Все живут нормально, и у них все хорошо, то есть стабильно. Вот как относятся чеченцы, то есть норвежцы к иммигрантам. Там без разницы, чеченцы они или другие люди. Так, Анзор, Оля пишет. Анзор, ты видел, как Люля требует снять санкции с его матери, не понимая, что с ним происходит, то ли пьяный, то ли наркоман. Ну, еще с прошлого года я говорил, что этот, как бы его назвать, я даже не знаю. В общем, Люля, как его называют у нас в народе, подсел на сильно действующие там, препараты. Названия я их не знаю, но похоже, что они очень сильно действуют. Вот посмотрите на его физиономию, опухшую такую, как, я бы сказал бы, как хомяк, но там дела обстоят еще похуже. Разошелся со всех сторон, кстати. Да, видел про санкции, видел, что он там кидает разные угрозы. Эта шкура просто боится, сидит у себя.
Вот, вернулся. Связь очень плохая. Приходится с телефона. Кстати, да. Сейчас, секунду. Уруру Баркаев, там, ну да, уже 75 тысяч подписчиков. Это немало времени, а потом еще реально, что он должен каждый день делать. Потом, да. В общем, Анзор, отлично справляешься, тем более сам все это делаешь. Ну да, у меня тут с техникой разбираться, чтобы вы видели хорошо и слышали хорошо. Потом редактирование, все это, конечно, приходится самому делать. Справляемся. И Алан Азад. Анзор, не забудь, пожалуйста, меня назначить модератором на второй странице. Кстати, кто не подписался, обязательно подпишитесь. Да, обязательно добавлю, Алан. Скорее всего, я, может, сразу после эфира сделаю там, на том канале эфир короткий. Вот. И там же добавлю тебя, сделаю модератором, как и здесь. Кстати, вот сообщу, что я решил еще больше активизировать свою работу. Открыл еще один канал, именно для того, чтобы навести чуть порядок в этих видеоматериалах. Вот. И думаю, что на другом канале буду проводить вот так эфиры, то есть отдельно на другом канале. И обязательно, да, кстати, тут я же выложил ссылку в сообществе, как оно называется на русском языке, ссылку на этот канал. Анзор, обратись к этому черту, скажи пару слов. Ушлепку. Ну, это существо, знаете, вот слишком много мы говорим о нем. Мы делаем из него что-то, как бы уделяем время. Знаете, на самом деле он не стоит этого. Абсолютно не стоит. И да, меня задевает, когда украинские СМИ там вот только и говорят про Кадырова. Как будто Кадыров отправил армию против Украины, и как будто Кадыров воюет против Украины. Нет, воюет Россия. Путин отправил этого ушлепка, как ты тут написал, и других разных ушлепков. Кадыров никто. И он никогда им не был. Вот, не был он человеком или каким-то лицом. Он никто, на самом деле. И украинским СМИ, вот, я бы посоветовал бы поменьше о нем вообще говорить. Так будет даже лучше. Враг – это Россия, враг – это Путин, враг – это российская армия. Нет таких, на самом деле, нет кадыровцев. Это российские оккупанты, это российская армия, вот, российское МВД, российский спецназ. Это все российское. Он не наш, он не чеченцев. Вот, они могут говорить, что Кадыровы могут говорить, что они чеченцы. Вот буквально недавно я выложил видео, где привел кое-какие моменты, вот, рассказал, что Кадыров на самом деле не чеченец. Он не чеченец. Я эту историю слышал от его односельчан и других разных людей, разных источников. Вот. Есть люди, которые конкретно, даже лучше меня могут рассказать историю вот этих Кадыровых, как они появились. Да, я там в том видео, буквально недавно, о котором я говорю, рассказывал, что когда-то в давние времена были стычки вот с северным соседом чеченцев, с этим северным соседом с Россией.
были набеги, бои, схватки. И во время вот этих войн с Россией группа чеченцев форсировала реку Терек. И где-то вот, когда вот они шли на конях, в общем, нашли ребенка. Они его взяли, пожалели и забрали. Потом где-то его привезли, где-то он там находился, не знаю в каком селе, кажется, в этом селе, в котором сегодня живут Кадыровы. И вот это был прадед Кадырова. Потом уже сами вот односельчане говорят, что род Кадыровых произошел от казаков. Вот у чеченцев есть фамилия Кадыровы, но это абсолютно другие люди, это чеченцы, но когда мы говорим об этих, это не чеченцы. Хусейн Джамбетов и чеченец, я не знаю, Хусейн чеченец или не чеченец, вот, не знаю. Я его историю не знаю, я его узнал в прошлом году, когда он оказался в Украине, сделал такое мощное видео, где он мощно выступал. Ну, тогда я сразу понял, что этот человек просто болтает на самом деле. Вайпер, Анзор Башиэм уже в Белгородской области работает. Видел видео, как колонну тылового обеспечения рашистов расстреляли? Да, видел. Эти видео видел, другие видео видел. Эмин, как найти второй канал? Алан Азад, объясни, пожалуйста, как. Или если тут пройдет, то дай ссылку, пожалуйста, на второй канал. Имя, ва алейкум ассалам, рамтуллахи ва баракатуху, шуду марш. Так, сколько мы здесь? Мы уже почти час. Ну, раз уж... так, скорее всего, я сейчас уже буду завершать. И, может быть, если техника позволит, то выйду сейчас в прямой эфир на том канале. Все-таки будет лучше, если я буду делать прямые трансляции на том канале. Мустанг, насколько народ Чечни любит Кадырова? Я из Узбекистана, брат. Насколько его вообще не любят? На самом деле чеченцы знают, кто он и что он из себя представляет, этот Кадыров. Это преступник, это предатель, он же враг чеченского народа, который в действительности издевается над чеченским народом, использует его. Вот. Конечно, знают, кто он. Вот когда началась вот эта могилизация российская, очень много чеченцев уезжает из республики. Я с ними встречался, я с ними разговаривал, общался. Вот. Очень много людей вот, хотят избежать вот этого преступления, быть соучастниками этого преступления против украинского народа. И поэтому уезжают из республики. Если люди уезжают из республики, то есть со своей родной земли, то это означает, что там проблемы, что там опасно. Люди не просто так покинули свою родину. А мы сегодня можем конкретно сказать, что более половины численности народа сегодня находится на чужбине. Алан Азад, благодарю, брат.
ты как раз-таки выставил ссылку на второй канал. Ну, думаю, развить этот канал. А Мустанг, вот он пишет, по телеку, по телевизору показывают обратное. Поэтому спрашиваю, спасибо за ответ. Брат, спасибо, что задал вопрос. Конечно, я понимаю, что российские СМИ там, и даже СМИ других стран, просто не зная даже, или же целенаправленно врут о том, что на самом деле происходит. Чеченский народ сегодня находится под оккупацией. Оккупацией вот путинской власти, под оккупацией России. Но мы не теряем надежду и даже уверены, что в один прекрасный день мы освободимся от России, так же, как освободятся и другие народы. Иншаллах. Шамахи, да, скорее всего, выходит так, да. Я согласен с тобой, брат Мустанг. Вот ты пишешь, не только чеченцы, не только украинцы страдают от русских, ну и все СНГ должно освободиться. Ты прав, у меня тоже самое такое же мнение. Вот. И вот часто говорю, что все народы, которые находятся по соседству с Россией, когда-то пострадали от этой России. Это Балтийские страны, это Украина, это страны Средней Азии, страны Республики Кавказа, Польша, Финляндия. В общем, все пострадали от этой России. Ничего хорошего они не сделали для наших народов. Жить с таким варваром очень опасно, не определившись в отношениях. Или же если этой страной управляет какой-то шизофреник. А в Боснии, на Балканах есть чеченцы? Чеченцы есть везде. Я чеченцев видел, вот я скажу, во всех странах. Во всех странах видел. Ну, в тех странах, в которых я побывал. Оля, да, вот об этом я и говорю. Многим народам не повезло с таким соседом, как РФИ, то есть Российская Федерация. Россия не умеет жить и не дает жить другим народам. Мы всегда жили хорошо. Вот, ну, будучи чеченцем, я говорю вот от имени чеченца. Мы жили всегда хорошо, но в России они не умеют жить, не умеют. Когда-то Ермолов даже говорил, что чеченцы могут выживать, их даже холера не берет. Джохар Дудаев. Мы везде, я думал, рассказать это или нет, я даже там видео сделал. Как-то мы с нашими братьями сидели, отдыхали на природе буквально недавно. И там был такой водопад.
Я подошел, ну, очень красиво же, там горы, водопад. Подошел, и везде чеченские имена. Там Идрис, там Харачой. Харачой это населенный пункт Ичкерии. Также Тейп чеченцев. Там старые Атаги и другие там имена чеченцев, то есть чеченцы там написали. И я так себе подумал, мы везде. Нас мало, но мы везде. Так. Так. Тогда я еще раз вернусь к началу. Мы сегодня вот обсуждали трагические события в Осетии, в городе Беслан. Это захват заложников 1 сентября и убийство вот этих заложников Путиным 3 сентября. Вот. Их было более 1000. Но во время проведения вот этого штурма, было убито более 330 вот этих заложников. И убил их Путин. Он отдал приказ, именно только он мог отдавать такой приказ. Ни министр обороны, там, ни другой какой-то командир. Но только глава республики мог отдать такой приказ. И с крыш пятиэтажек, которые находились рядом с этой школой, были произведены выстрелы из огнемета «Шмель». Первые выстрелы. Потом в этом обвинили тех захватчиков-заложников, обвинили в этом, что якобы они взорвали там взрывное устройство. И затем российский спецназ начал штурм этой школы. И убил, вот, как я сказал, более 330 заложников. И вся эта вина лежит на тех, кто захватил заложники, был дан повод, и на этом дьяволе, на Путине. Именно он виновник этого убийства. Их можно было бы сохранить жизни вот этих заложников, если бы сделали бы что-то другое, кроме штурма. Но пойти ради вот этих детей на что-то, на все, что угодно, это были дети. Без разницы. Я никого не оправдываю, я придерживаюсь справедливости. Это ужасно. И еще раз повторюсь, что когда мы говорим про такие акции, про террор, про эти ужасы, нужно говорить обо всем. Как, скажем, вот Советский Союз совершал убийства в Афганистане, убийства мирных жителей, как Россия убивала мирных жителей в Сирии и продолжает это делать, как сегодня эти русские оккупанты, убивают в Украине, убитые мирные жители в Грузии, Азербайджан и, конечно же, Чеченская республика Ичкерия. Вот. Про этот террор, про этот ужас, об этом всем надо говорить. И хочу напомнить, что в результате 2 войн, война Ельцина и Путина, мы потеряли более 300 тысяч мирных жителей. Потеряли как? Пришли русские, установить русский мир, вот, навести порядок, как они говорили, и убили более 300 тысяч мирных жителей. И нужно особо подчеркнуть, что 45 тысяч из них это были дети. 45 тысяч детей было убито русскими оккупантами. Вот об этом тоже надо всем говорить.
Низам герой, да, я согласен, что там погибли и дети, и младенцы, там умирали, там, так. Я согласен с тобой, брат. Джахар Дудаев, Анзор, все будет отлично, брат, по воле Аллаха облегчение к нам придет. Инша Аллах, мы в это верим и всегда в это верили. Но нельзя просто так сидеть и даже вот говорить, что вот, когда что-то будет хорошее. Это хорошее само не придет, если не будет каких-либо действий. Без разницы. Действие рукой, там, ручкой, или же какое-то другое действие. Или же, если ты даже сядешь и будешь молить у Всевышнего, то есть дуа, это тоже действие. То есть мы должны просить у Всевышнего и делать какие-то действия, чтобы прийти к какому-то дню, когда наш народ будет счастлив и будет жить в мире. Мустанг, я чуть пролистал вверх, вижу, что пропустил вопрос. Я извиняюсь, если где-либо я пропустил какие-то вопросы. В общем, пишет Мустанг, почему сейчас Украину поддерживает весь мир? Почему чеченцам никто не помогал в то время, когда Россия напала на вас? Я еще раз скажу, что наши лидеры всегда просили, требовали помощи от мирового сообщества, чтобы или словом, или делом помогли, или вооружением помогли, чтобы сломать хребет этому русскому оккупанту, чтобы потом этот русский оккупант куда-то не полез куда-то там в Грузию или в Украину или еще куда-то, чтобы раз и навсегда поломать ему хребет. Но мир не помогал. К сожалению. Вайпер, да, ты пишешь, к сожалению, у Ичкери проблемы еще впереди. Конечно, все еще впереди. Мы сейчас сегодня не можем выкарабкаться из того состояния, в которое нас втянули, и наши, и не наши. Вот. Не можем выкарабкаться оттуда, вот, пока находится в этом состоянии. Но работы очень много. Это навести порядок, совершать какие-то действия в нашу пользу чеченского народа, вернуться домой, одержать победу, иншаллах. И самое сложное будет еще впереди, когда придется строить свое государство, восстанавливать все. Вот что самое сложное. Мы столкнулись с этой проблемой после Первой войны, после Первой русско-чеченской войны. То есть, когда мы одержали эту победу в 1996 году, да, нам не дали построить государство. Россия делала все, чтобы была фитна, вот раздор между чеченцами, чтобы чеченцы воевали друг против друга. То есть русские спецслужбы сделали все возможное, чтобы мы не построили это государство. А оно будет построено, иншаллах, будет с развалом этой России. Что ждет Шамахи Анзор, что ждет кадыровцев после независимости Чечении? После независимости Ичкерии, как то завещали наши лидеры, я даже тут, кажется, выкладывал эти записи, но у меня они есть. Они завещали такое, что в один день,
когда земля наша будет очищена, деоккупирована, этих национал-подонков, предателей, вот, будут судить. И даже было определено место возле села Старые Таги. Там есть такое огромное поле, и там будет суд в один прекрасный день, иншаллах. Никто не должен уйти от наказания при нас. И, конечно же, им придется отвечать перед Всевышним Аллахом, иншаллах. Чечен Репаблик. Анзор, были у тебя проблемы с границей, когда поехал в Украину? Всегда, когда я проезжал Украину, я там бывал несколько раз, у меня никогда не возникало каких-либо проблем с пересечением границы. Ну да, у меня это зависит, конечно, какой у тебя паспорт в кармане, какие документы. Если у тебя паспорт российский, то будет чуть сложновато, их можно понять. Вот такие вот дела. Тогда я пойду сейчас к завершению, быстро пробегу глазами вопросы. Некоторые даже удалены вопрос или, не знаю, комментарии. Так. Ну, кажется, ответил на вопросы. Сейчас я буду завершать. Джахар Дудаев, Анзор, очень рад был видеть тебя, брат мой. Я тоже рад вас видеть, рад вас читать, рад отвечать на ваши вопросы или что-либо рассказывать вам, то, что я знаю, или то, что видел. Вот. Будем держаться вместе. Иншаллах, наступит тот день, когда все будет хорошо. Иншаллах. Вот. И еще раз хочу напомнить, что я открыл еще один YouTube-канал. Вот тут ссылку давали в этом чате. И собираюсь проводить эфиры там, на том канале. И выставлять какие-то там интересные видео. Вот было принято такое решение у меня. А здесь этот канал будет существовать, я буду работать. Да, в последнее время со временем тяжело, и с техникой тяжело. Сейчас мне приходится с телефона все это делать. Связь тоже плохая. Но будем продолжать эту работу, иншаллах. Я благодарю вас всех. И как я сейчас сказал, будем держаться вместе. Делайте все возможное, что вы можете сделать. Это наша общая работа. А так, нохчиматай дал барца бойл ваймасера дал ни свой ойл, иншаллах, шадик дикхердо. Дикчаур ланистолдуар, иншаллах. Аллах рейсхуль масана. Благодарю всех. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах. Все-таки отвечу я на один вопрос. Сумрак. Анзор, как называется валюта Ичкерии? Нахар называется, нахар. Аминь, Аллах. Гурдуватах, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.